Значит, Чирков Андрей Николаевич, научный сотрудник отдела археологии музея Иднакар, тема «Хуторозерский могильник. Методы изучения археологических памятников Северного Дна». Еще раз всем здравствуйте. Чирков Андрей Николаевич, как уже было сказано, научный сотрудник отдела археологии историко-культурного музея-заповедника Иднакар. Так, поскольку археологический музей представляю, поэтому об археологии и поговорим. Точнее, давайте лучше я буду читать, так будет, наверное, быстрее. Так, тема «Хуторозерский могильник. Методы археологических исследований». Просто сразу так, пока остановимся. Хуторозерский могильник Лушай датируется 17-18 веком, расположен в Ярском районе Удмуртской республики на правом берегу реки Чепцы, примерно в 1,5 километрах к югу от бывшей деревни Хуторозерский. Занимает пологий юго-западный склон лесовидного участка высокой коренной береговой террасы, поросшей хвойным лесом. Место хорошо известно местному населению. Первые исследования на могильнике были проведены в 1970 году Семеновым. Зафиксировано 7 рядов могильных впадин, вытянутых по линии запад-восток. Было вскрыто одно погребение. Как раз на слайде мы общий вид сейчас видели. Только что вернитесь, пожалуйста, обратно. Общий вид вот могильника сейчас как он представляет, то есть завесенная достаточно местность. Погребение представляет собой яму под прямоугольной формы размерами примерно 182 на 62 сантиметра, глубиной 25-30 сантиметров. Ориентировано по линии север-юг. Захоронение совершено в гробу размерами 170 на 50 сантиметров. В области груди погребенного найдена копейка времен Петра I. В области пояса медная пряжка с железным язычком и остатками ремня и железная скоба для ношения топора у правого бедра. Также был положен нож длиной 206 мм. Конец ножа согнут. Так, это данные, значит, исследования Семенова, 1970 год. Итак, в 2013 году, следующий слайд, обследование могильника было проведено специалистами историко-культурного музея-заповедника Иднакар под руководством заместителя директора по научной работе Кириллова Андрея Николаевича. Была проведена топографическая теодолитная съемка памятника общей площадью 19,5 тысяч квадратных метров. При проведении топографической съемки было установлено 2 планово-высотных точки долговременного закрепления и металлические реперы. Реперы представляют из себя металлические стержни, которые вбиваются в грунт на глубину от 1 до 1,5 метров. Каждый репер имеет свои значения, заданные в условной системе координат, построенной на памятнике. И координаты реперов служат базисом для построения полигона на памятнике. Далее на границах полигона устанавливаются поворотные точки, просто деревянные колышки, от которых затем производятся дальнейшие измерения. И в итоге мы получаем это. Достаточно подробный топографический план памятника, то есть в данном случае, что мы видим, это как раз координаты точек и высотные их обозначения. И также все эти поворотные точки были зафиксированы с помощью GPS-навигатора в системе координат ВГС-84. И благодаря этому, с помощью специализированных программ, мы сегодня можем все эти точки закрепить на карте со спутника, введя известные нам координаты, например, в программе Google Earth, которую, в принципе, наверное, все знают, все видели на компьютере. При исследовании памятника было зафиксировано 5 рядов четко видимых могильных впадин. Следующий слайд фиксируется 35 могильных западений четко. В северо-восточной части могильника был заложен раскоп 4 квадратных метра, было вскрыто одно погребение. Погребение представляет собой прямоугольное углубление 185 на 65 сантиметров. Ориентировано по линии север-юг, глубина могилы около 60 сантиметров. Интересно то, что закладка раскопа осуществлена по магнитному северу, а отклонение погребения составляет 19 градусов к западу. И учитывая, что магнитное склонение в данной точке восточной составляет в момент исследования около 15 градусов от истинного севера, мы можем говорить об ориентации практически на астрономический север. То есть данное наблюдение говорит о том, что в то время люди уже обладали некими астрономическими знаниями и, вероятно, использовали для ориентации могилы либо Солнце, либо ориентировались по звездам. Сразу следующий слайд можем. Захоронение совершено в гробу, о чем свидетельствуют остатки досок, вот здесь мы можем видеть их на слайде, боковых стенок и днище гроба. При выборке культурного слоя использован метод индивидуальной фиксации расположения всех вещей, определяемых костей, фиксировались в трехмерной системе координат. Сразу, пожалуйста, следующий слайд.
с указанием слоя и объектов. После снятия слоя поверхность защищалась, очертания слоев фиксировались с помощью цифрового фотоаппарата. При фиксации планиграфических срезов, то есть как раз здесь на слайде мы видим планиграфический срез, при фиксации планиграфических срезов и фотографировании с масштабной рейкой участок линовался на сегменты сеткой 50 на 50 сантиметров. Места пересечения линий и сегментов отмечались маркерами и пластиковыми крестиками. Просто, ну, вот здесь вот как раз все на слайде это видно, и крестики, как это помечалось уже. Участок фотографировался 4 сегментами с соблюдением максимальной перпендикулярности оси фотографирования к зачищенной поверхности, ну, или иными словами, это ортофотосъемка называется. Стратиграфические срезы фотографировались 2 сегментами с соблюдением вышеуказанных методов. На набор фотографий с помощью программы MapInfo оформлена карта, в которой отмечен уровень фиксации. Дальше, пожалуйста, следующий слайд. Значение маркеров, описание слоев. И сразу же еще. То есть вот здесь вот как раз эти карты мы с вами видели. В могиле было обнаружено 7 серебряных монет, 5 в районе груди и 2 в районе головы. То есть вот здесь в районе головы, вот в районе груди фиксируются монеты, также в районе груди, в районе пояса найден цельнолитой перстень. Вот здесь он как раз на фотографии, изготовленный из белого металла с зооморфным изображением на щитке. Дальше, пожалуйста, следующий слайд. Вот как раз все эти монеты здесь представлены. И сразу еще дальше. Вот как раз все находки вещевые, которые были найдены в данной могиле. То есть монеты все датируются периодом царствования Михаила Федоровича, это примерно 1613-1645 годы. В районе пояса найден цельнолитой перстень, изготовленный из белого металла с зооморфным изображением на щитке. И находки аналогичных перстней были сделаны при раскопках князя Варцинского могильника, датируемого 16-17 веками. У правого бедра был уложен железный нож длиной 210 мм, фиксируются остатки еще и истлевшей деревянной рукояти. Также в могильной засыпке была обнаружена скоба для перевешивания топора. Одно из ушек петли надломлено. Результаты проведенных исследований еще раз подтверждают гипотезу Семенова о датировке данного памятника. То есть найденный вещевой материал, как уже сказано было выше, датируется 17 веком. Семенов датирует могильник 17-18 веками. И еще одним пунктом результатов данных исследований можно отметить предварительные работы по установлению границ памятника и составлению топографического плана памятника. Вопросы какие-то есть? Давайте, если нет, то спасибо за внимание. Спасибо.